Самой большой карстовой ледяной пещерой мешкообразного типа в Европе считается Аскынская ледяная пещера. Ее длина более 100 метров, а глубина составляет 24 метра. Она была открыта в 1902 году. Во время исследований в ней были найдены кости быка, лося, медведя, волка, лисы и других животных. Также были обнаружены рукопись на арабском языке, ржавая сабля, шлем и череп человека. Сегодня это памятник природы республиканского значения. Аскынская пещера расположена в Архангельском районе в 2 километрах от деревни Аскын. Свое название получила от имени реки Малый Аскын, в которой, кстати, водится эндемик европейский хариус. В пещере обитают рукокрылые, 2 вида летучих мышей, внесенных в Красную книгу Республики Башкортостан. Особенность пещеры в том, что в ней постоянно, даже жарким летом, держится минусовая температура. В единственном огромном зале пещеры множество ледяных сталагмитов. Некоторые достигают высоту 10-11 метров, а в диаметре более 2. Ледник начинается прямо у входа в пещеру. Зимой температура здесь ниже, и сталагмиты принимают самые причудливые очертания. Кто-то видит в них мамонта, кто-то царский трон. Есть даже 2 хозяина пещеры. Летом из-за повышения температуры очертания смазываются, а в дальней части пещеры пол превращается в ледяную кашу. Еще одна особенность пещеры – уникальная акустика. Любой, даже самый слабый звук усиливается, а многократность эха достигает 25 отражений. Интересны и условия, благодаря которым в пещере образовалось столько ледяных скульптур. Дело в том, что вода в нее попадает снаружи и просачивается сквозь трещины в сводах. Потолок пещеры довольно близок к поверхности, а осадков в этих местах выпадает много. Вода просачивается сквозь землю, камень и замерзает. Осенью, во время проливных дождей, в пещере настоящая капель. В последнее время большую тревогу вызывает потепление климата. Летом теплый воздух все больше и больше разрушает ледяные сталагмиты пещеры. Поэтому по рекомендации Русского географического общества и Академии наук в 2016 году было решено установить на входе в пещеру защитный экран. Это было сделано силами волонтеров, которые доставили к входу в пещеру на квадроциклах детали экрана и установили его. Это один из уникальных объектов Южного Урала и нашей республики. Он очень раним и подвергается нашествию людей, туристов. Из-за массового посещения лед начинает таять, так как грязь заносится, особенно в летний период. И вот в течение 2 лет мы работали с Русским географическим обществом, Институтом обеспечения безопасности жизнедеятельности, с Академией Российской города Санкт-Петербурга. Еще многие-многие люди, которые оказали содействие. Это те люди, которые добровольно помогли организовать вот эту акцию. Сейчас ставится решетка для того, чтобы на нее в летний период, когда очень тепло и жарко, вешать защитный экран, термоэкран, чтобы теплый воздух, теплые массы не попадали внутрь и лед не таял. Хотя бы таким способом сохранить тот самый микроклимат, который там еще пока есть. А в зимний период мы его будем снимать, и холодные массы, заходя туда, будут восстанавливать этот реликтовый лед, ну хотя бы поверхность. Ну, естественно, придется ограничить, согласно рекомендациям РГО и Академии, посещение туристов в летнее время, чтобы не наносить непоправимый урон, потому что восстановить это никто не сможет. С апреля этого года постановлением правительства Республики Башкортостан внесен регламент по посещению пещеры туристами. Так, в летнее время в пещеру могут зайти только 10 человек. Экскурсия не более 20 минут. После 50 минут пещера отдыхает. 2 десятка волонтеров в течение светового дня поставили на входе специальную решетку. Теперь летом она становится каркасом защитного экрана. Как отмечают специалисты, после установки конструкции температура внутри пещеры летом стабилизировалась.
прошлом году башкирское отделение Русского географического общества взяло под опеку этот уникальный природный объект. Независимо от времени года, Аскынская ледяная пещера активно посещается туристами. За год здесь бывает от 1500 до 2000 человек. Бесконтрольный поток людей, несоблюдение правил поведения при входовой части и внутри пещеры привели к тому, что была разрушена лестница на склоне спуска. Перила находились в аварийном состоянии. Это вынуждало спускаться внутрь по самому склону, разрушая земляной покров, что приводило к эрозии почвы. Также специалисты констатировали катастрофическое ухудшение микроклимата пещеры, таяние реликтового льда, гибель занесенных в Красную книгу летучих мышей, то есть нарушение и уничтожение уникальной экосистемы. При финансовой поддержке своего попечителя, общества с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Уфа», региональное отделение Русского географического общества организовало регулярный комплексный мониторинг природных параметров спелеосистемы учеными-гидрогеологами и микробиологами. Силами РГО были установлены информационные аншлаги, туалеты, беседки, поблизости от пещеры оборудована волейбольная площадка. Я уже не первый раз приезжаю, и удивило, что появилась развитая инфраструктура, мостики через ручей, появилась база, и я надеюсь, что очень скоро она заработает, будет очень удобно. В этом году стал вестись учет посетителей. Группам предоставляются экскурсоводы, стал обязательным инструктаж по технике безопасности. Цель Русского географического общества – сохранить ценнейший памятник природы и уникальный ландшафт от неконтролируемого антропогенного прессинга и создать безопасную туристическую зону вокруг и внутри Аскынской ледяной пещеры. Работы по решению этой проблемы будут проводиться в 3 этапа силами компании по ремонтно-строительным работам, выигравшей тендер на их проведение. По заданию заказчика первым этапом у нас май-июнь было строительство дома. Часть из этого дома предусматривалась как гостиница, часть для обслуживающего персонала. В общем-то, мы с этой задачей справились, вовремя сделали также в указанных местах навесы для отдыха туристов, пешеходные мостики, по сформированной ранее тропинке, там, где люди прыгали по бревнышкам, мы сделали с перилами нормальные пешеходные мостики. Сегодня строители приступили ко второму этапу. Он направлен на дальнейшее развитие инфраструктуры туристического комплекса. Второй этап что включает в себя? Это строительство беседки в начале последних 200 наиболее крутых метров для отдыха, предварительного отдыха. Потом подъем наверху, тоже предусмотрена беседка в центре 3х6 размером, в центре которого метровой ширины будет коридор. По этому коридору, мы плавно переходим в лестницу, которую нам тоже предстоит сделать. Спускаемся по этой лестнице 24 метра. Потом, у нас 8 метров достаточно горизонтальный участок. Но там мы сделаем, в общем-то, как настил с уклоном. И там начинается вход в пещеру. В этом будет заключаться второй этап нашей работы. Беседку мы делаем достаточно усиленную, потому что на кровле этой беседки будут установлены, солнечные батареи. В связи с тем, что, кроны деревьев не пропускают прямых лучей солнца, а деревья, в общем-то, особо природной охране нам не разрешают рубить, поэтому, площадь поверхности солнечных батарей вынуждены увеличить для обеспечения светом освещения полной пещеры. Поэтому каркас беседки, мы решили сделать более усиленным. Третий этап в себя что будет включать? Когда люди, отдохнув в нижней беседке, поднялись во вторую беседку. Вторая беседка предназначена для того, чтобы предшествующая группа, когда она еще обозревает пещеру,
наслаждается впечатлениями. Значит, последующая группа сидит в этой беседке, ждет, потому что, как сказали тут специалисты в этой области, то, что, значит, непрерывно один за одним посещение беседки может вызвать нарушение тысячелетиями сложенной микроклимата там. Поэтому, значит, первая группа спустилась вниз, побывала в пещере какой-то определенный промежуток времени. Вторая группа, если она подтянулась уже, она вот в этой верхней беседке сидит, отдыхает. Как только время обозрения нижней первой группы завершилось, они поднимаются, значит, начинают свое движение вниз на нашу, так сказать, базу. А вторая группа, которая ждала, выжидает какой-то определенный период времени, тоже заранее обговоренный, установленный. И после этого они тоже спускаются вниз, обозревают там пещеру какое-то время. А к этому времени может подтянуться уже третья группа. Силами активистов башкирского отделения РГО и волонтеров ко входу в пещеру были доставлены все необходимые строительные материалы. То, что не смогла сделать мощная техника, сделали люди, которые на своих плечах подняли на высоту кубометры пиломатериалов и свыше тонны металлических конструкций. Так, 6, еще 2. Если их будет 7, еще... Когда пригласили на субботник по Аскынской пещере, я посчитал, пришло 16 человек. Это часть из них с Архангельского района, сотрудники администрации Архангельского района, спортсмены Архангельского района, видимо, со спортшколы. Вот. Но остальные – это члены Русского географического общества и сотрудники исполнительной дирекции. Мы для второго этапа наши строители, вот наш подрядчик подготовил заготовки для беседки наверху, там, где будут установлены солнечные батареи, вот, и лестница для спуска в саму пещеру, вернее, к пещере. Вот. Это в общей сложности там порядка 10 кубометров леса. Это, помимо этого, еще где-то 1,5 тонны металлоконструкций. Все это вот этими силами мы подняли. Расстояние порядка 1,5 километров. Строители не в состоянии были пронести это. Выручил нас на первом этапе трактор, а на конечном этапе, там порядка 250 метров, пришлось в гору поднимать все это вручную. Хочется от всей души поблагодарить всех, кто участвовал в субботнике. При открытии Аскынской пещеры мы их всех пригласим, координаты записаны. Айдар Альметов, известный музыкант, лидер ансамбля «Гагарин», узнал об этом субботнике от своего друга, члена Русского географического общества, и тоже решил принять участие в этом благородном деле. Меня пригласил мой друг Салават Валитов, он член географического общества российского. И пригласил просто, сам, видимо, не зная того, что здесь нам предстоит сделать, пригласил просто на экскурсию в пещеру. Я, естественно, с удовольствием согласился, потому что очень люблю нашу башкирскую природу, и, само собой, я поехал с большой радостью. И здесь меня ожидала вообще приятная неожиданность. Оказывается, здесь состоялся субботник. И пришлось поработать физически, и теперь я вот с полным чувством морального и физического удовлетворения говорю, что вообще прекрасный день был. Спасибо большое Русскому географическому обществу. Я здесь первый раз и даже удосужился заглянуть в пещеру. Я уже получил приглашение на открытие пещеры, и если Бог даст, все получится, то, конечно, с удовольствием приеду на открытие. Пенсионер, бывший служащий банка, музыкант, нефтяник, спасатель МЧС – всех этих людей, волонтеров, объединяет одно – любовь к родному краю, желание сохранить для будущих поколений его красоту и неповторимость. Ура! 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 Башкортостан – уникальный край, в котором собраны все возможные природные чудеса света – водоемы, горы, пещеры, леса, степи. По мнению известного писателя и путешественника Камиля Зиганшина, спелеосистема нашей республики может претендовать на главный туристический маршрут страны.
Мы все же не зря занялись восстановлением и обустройством Аскынской ледяной пещеры. Буквально вот в мае месяце президент Русского географического общества дал поручение центральному офису исполнительной дирекции разработать 7 спелеомаршрутов с тем, чтобы их рекламировать и, на федеральных каналах и как можно активнее развивать спелеотуризм. Водный туризм, пеший туризм, горный туризм, они все активно развиваются, а спелеотуризм как-то оказался в загоне. Хотя вот в Крыму и Башкирии у нас много сотен пещер. И вот Аскынская пещера одна из тех, которая, я думаю, войдет в спелеотур, который мы предложили в Москве. Мы уже его отправили, этот спелеотур, проект этого спелеотура. Он включает в себя Аскынскую ледяную пещеру, потом Шульганташ пещеру, Каповую пещеру и Мурадымовскую пещеру. Они все уже оборудованы, безопасны для посещения. И вторым этапом, как вы знаете, в этом году уже будет подписано постановление создания природного парка Зелим. И тогда Кендерлинская пещера будет иметься штат для ее сохранения и обустройства. И вторым этапом в этот спелеомаршрут будет включена Кендерлинская пещера, самая длинная пещера вообще на Урале, уникальная пещера. У нас есть все шансы, Москва уже, в общем, положительное заключение дала. Наш спелеомаршрут оценен как интересный, увлекательный, и он будет предусматривать, в зависимости от того, у кого сколько времени, однодневный маршрут, 2, 3, 4, 5 и максимум 7-дневный. Почему 7-дневный? Дело в том, что мы вот в Аскынской пещере предполагаем организацию еще несколько радиальных маршрутов. Также можно сделать несколько радиальных маршрутов в Шульганташе и Мурадымовском ущелье. На пещере Кендерлинской, там кроме радиальных пеших маршрутов, можно и сплав организовать, заключительный этап. Поэтому перспектива очень хорошая. Я думаю, спелеомаршрут через 3-4 года будет одним из самых популярных в нашей республике. Ну а среди тех 7 спелеомаршрутов, которые будут утверждены Шойгу, мы ставим перед собой задачу, чтобы наш спелеомаршрут был самым популярным, самым интересным. Не за горами тот миг, когда состоится открытие уникального туристического комплекса. На него уже приглашены все волонтеры, принимавшие участие в субботниках по обустройству пещеры и прилегающей к ней территории, члены правительства Республики Башкортостан, попечители регионального отделения Русского географического общества. Верится, что очень скоро Аскынская ледяная пещера станет принимать туристов без какого-либо ущерба для себя.